6 часов утра, ребят, смотрите, какой туман сегодня на улице. И температура плюс 10. Туманище, капец. Ну что, сейчас будем собираться, сходим, съездим в Заречье в поход за брусникой. Вот, ребят, я уже на другом берегу от села. У села, короче, перешел на лодке. Сейчас поедем на веловездеходе за ягодами. Сегодня в планах у меня будет пособирать бруснику. Хотя бы 5 литров. Пробно так. Попробуем. Посмотрим, какая брусника. Уже годная или нет там. Если найдем. Утро, конечно, сегодня. Собрался уже, велосипед вынес из гаража. Вспомнил, очки, блядь, забыл. Пришлось вернуться за очками домой. Сейчас начал одевать камеру. У меня шумозащита отлетела, резинка порвалась. Капец, сегодня утро, ребят. Вот резинка. Так что на ходу, не знаю, получится не заснять что-то. Но снимать-то я запросто смогу, поснимаю. А вот со звуком уже может быть даже проблема. Так что, если что, извиняйте. Как бы, если со звуком какие-то шумы посторонние будут. Пока туман не рассеялся полностью на улице. Вот я одет, знаете, вроде как тепло, жарко. Начнешь ехать на велосипеде, уже прохладно становится. Ух ты, Хариус какой там. Всплеск такой хороший был. Пока я ехал на велосипеде по горке там прохладненько. Вот. Ладно, давайте, приятного вам просмотра. Посмотрим, какой будет поход. Надеюсь, будет все хорошо. Веревка. Сегодня у меня на багажнике резинка от подписчиков. У меня тоже резинка как бы своя есть, но думаю, приятнее будет, когда подписчик видит, что он что-то отправил, и я этим пользуюсь. Ну все, поехали. Шумоизоляцию так и не смог я прикрепить. Ну, резинка там в хлам сгнила. Так, ладно. Открываем. Немножко надо. Топливо сама пошло. Не надо ничего качать. Самотеком топливо идет. Понятно. Так. Ну все. Газку. Думаю, многим интересный сам процесс. Холодный запуск двигателя. Надо подсос поднять. Все. О. Легко запускается моментально. И не надо качать ничего. Немножко подогреем и поедем. Какой-то шум есть. Может, сцепление там? Надеюсь, это сцепление. Какие-то шумы. Странные, жесткие. Сейчас пока греется, я тут покручу до поворота.
О, нормально. Смотрите, горячий двигатель, хорошо. Сразу поехал. Все, погнали. Небольшой перекур. Пусть подостынет чуть-чуть. Проехал место, где в прошлый раз я здесь собирал чернику. 2 раза сюда приезжал. Вот этот угол. А мы сегодня еще, от силы еще 2 километра проеду. И там будем искать бруснику. Грибы местами есть еще. Гнилые, высохшие. Вот они. Но выхода, я думаю, сейчас просто нету. Может, местами где-то брусника тоже тут есть, но в планах у меня сегодня съездить на берег, где вот у меня с палаткой, где я был. Столик там оставлял. Черника хорошая. Ой, бля, упал. Нет. Черника еще хорошая. Упругая. И, между прочим, много еще. На один день я еще пособираю. Вон она какая хорошая. Вкус еще не потерял. И брусника на вид тоже уже красный. Самое то, пора собирать. Да, брусника уже поспела, ребят. 100 пудов. В общем, едем. Фыркает, будь здоров. Как будто выплевывает что-то. Или же зажигание. На какое-то мгновение искра пропадает, и потом вот такие чих-пых идет. Ну, перебор топлива, наверное, идет. Вот тут тоже везде замаслено. Вот. С карбюратора. Надо вообще это крышку вчера уже думал отсюда вот убрать. И сюда обычные женские чулки надеть. И все. Вот эту фигню отсюда просто выкинуть. Непонятно, что там под крышкой, не видно. А когда чулки там вытряхнул, пыль поменял и дальше поехал. Вот. А так в целом пока нормально. Везет и везет. Спешить мне некуда. Сейчас постоим, немножко подостынет и дальше поедем. Немного уже осталось. Там я не раз уже был, вам видео снимал. Тут черник и море. Просто люди, ну это из-за того, что он мелкий, может, оставили. Кругом. Отошел буквально 20 метров от велосипеда. Так, пока остывает, брожу, может, где-то что-то интересное найду. Может, брусника тут есть. Основное тут, конечно, все собрали уже. Не, сегодня покатаемся подальше. Черника вообще вкус еще не потеряла. Надо еще один день хотя бы приехать сюда, пособирать. Очень вкусная черника. Копалуха! Взлетела, не увидел, блядь, сидела там. Вон. Глухарь. Глухарь-то есть.
Куда-то отсюда села. Кополуха была. Нормально. Все, прибыли. Пошумели немножко. Пошумели немножко, ребят. Так, все оставляем. Грибы высохли. Как сухари стали. Не знаю, ребят, в кадр попало или нет. Там у дороги вообще в упор от меня кополуха выскочила. И я уже, когда она начала лететь, я ее заметил. Быстро включил камеру. Надеюсь, в кадр попало. Так, ладно, вот тут и поищем. Обеих дорог, со стороны обеих дорог, с обеих сторон дороги. Тут, знаете, целый месяц уже собирают ягоды. Очень сильно тут собирали. И, ну, наше осталось, должно быть. Выбор у меня невелик. И лучше сразу начать собирать. Где что будем находить. Местами вижу. Также с комбайном попробуем. Вот так вот. Раздеться надо, потеплело, блин. Очень жаркие дни. Сегодня 22 обещают. Вообще жесть погода. Не северная. Мы, северяне, к такой погоде не привыкли. В такое время уже должно быть прохладно. Не, вот смотри, а здесь смотрите сколько. Ну, берется потихоньку. Потихоньку, помаленьку. Быстро-быстро надо собрать, и пока не жарко, и обратно уехать. Пораньше надо было мне приехать. Жарко становится. Сейчас это соберу, первый комбайн, и разденусь. В трико еще я. Без трико. Холодно на велосипеде. В трико. Пес как жарко. Черники дофигища. Черники море. Местами как бы не сплошной там поляна. Остатки уже. Все, первый комбайн собрал. Сейчас буду переодеваться. Ну, на пробу. Большую посуду не стал брать. Найду или нет там. Вот это если соберем, это уже вполне достаточно сегодня. Оделся, конечно, капец. Оделся, капец. Без одежды тоже не очень приятно. Два комбайна собрал, еще вот этот третий комбайн у меня это. И начал искать самые жирные места. Смотрите, сколько черники, ё-моё. Вот бруснику начнешь собирать, черники море. Начнешь чернику собирать, бруснику найдешь.
Вкусно. Самое высоко. Особо таких полям я и не вижу. Брусника как будто она есть. Но в то же время тут уже остатки. Люди уже тут собрали. И попадаются участки, где мелкая черника. Крупные вот участки, где хорошая, я имею в виду брусника, где вот крупная брусника, там уже все уже пособирали. Сегодня, как ни странно, никого нету. Если птицу увидел, значит, может, очень рано кто-то проехал. Или же совсем никто еще не ездил. Потому что птица возле дороги там сидела. Вот. Рюкзак там, где-то он там, далеко. Сейчас здесь пройдусь, проверю. Если найду что-нибудь, схожу за рюкзаком. Ой, мелкая, совсем мелкая лусника. Мелкая. Это никуда не годится. Как будто она есть, если так присмотреться. Но для себя собираю, и, конечно, хочется покрупнее. Бывают очень крупнее, попадают. Может, участок тут такой. Сорт такой мелкий. Так, ладно, сейчас еще здесь поброжу, потом схожу за рюкзаком. Пойдем к речке, там чай попьем. И вон так кругом пойду, потом перейду на другую сторону дороги и к велосипеду. Вот такой маршрут. Здесь вот эта мелочь я пособираю, один комбайн. Ну и пускай мелочь, но самое главное, чтобы вкусно было. Брусника в основном идет на морс, на шанги, выпечки вот эти всяко разные с брусничной начинкой. И, конечно же, морс. Вот. Варенье можно. Ну, в основном морс. Варенье варим, потом уже из этого варенья морс делаем. Быстрый морс такой. Разбавил с водой и... Блядь, такой мелкий вон он. Слабенькая брусника. Наконец-то набрал, ребят. Третий комбайн. Вообще гибель тут. Надо место менять. Вот такое количество уже. Попадаются и уже гнилые. Некоторые еще недозрелые, вот такие белобокие. Но в основном хороший. Конечно, чистить придется. Вот это все как бы от жары, наверное, уже сохнет. Думаю. 3 комбайна. Дальше не стоит идти. Сейчас, наверное, на велосипеде куда-нибудь в другое место. Перееду сейчас. Один тоже поднялся. Черный мотоцикл. Иномарка. Я узнал капюшон. В капюшоне и с большим рюкзаком человек. Здесь многие ездят. Вот так смотришь, вроде есть. Но вот здесь такой пятачок небольшой, где брусника более-менее. Чем дальше туда иду, все меньше, такие мелкие. Вообще мне не нравятся такие. Давайте еще сходим в другое место. Так, получается, это у меня третья. Хотя бы еще одну штуку собрать и чай. Вот все время чай говорю. А у меня с собой термосик кофе. Сегодня без молока. Расстроился. Я надеялся, что здесь я быстро наберу, но думаю, мне еще придется поискать. Здесь совсем нету. Смотрите, 4-й. 4-й комбайн, и даже думаю, количество 4, а я уже набрал больше половины. Брусника, она как-то больше идет в один комбайн. Да, нехороших тоже хватает. Ну вот чашка кофе, и она уже заработала.
Давайте я возьму только отдельно термос и сходим к реке. Кто его знает, когда мы там будем очередной раз. Вот пришли уже, сходим. Возьму комбайн. Возьму все. И другими путями пойдем. Здесь делать больше нечего. В основном вот в этом пятачке была брусника, которая еще более-менее крупная и вкусная. Там дальше и сейчас к реке почти доходил. Везде одинаково хлам. В прошлом году я, наверное, дня 3 тут собирал. Такой участок был. Люди не попадали, а в этом году что-то совсем мало. Ну, гнилья тоже хватает. Придется чистить дома. Давайте сходим к реке. Да, еще пару комбайнов соберу еще. Грибов нету. Пакеты взял тоже, а грибов нема. Возьму запасную батарейку, куртку, тоже рюкзак, наверное. Просто другим путям пойдем и возвращаться уже сюда не буду. Сразу к речке пойду. Ну нормально, несколько килограммчиков уже есть. Черники достаточно, можно еще сюда приехать, чисто чернику пособирать. Там вообще такая вот салатного цвета еще листва у черники. Ах, смотрите, что творится на улице вообще. Июль месяц почти. В сравнении с июль месяцем жара стоит. Фу. Вот кругом белые грибы. 1, 2, там дальше 3, 4. И вся борозда вот в этих грибах. Вот смотрите, белые. Кругом вот, видите? Даже трогать их не стану. И все в грибах. Вот гриб тоже. Все белые. Там тоже я вижу. А вони от этих грибов. Уф, сейчас гниет все это. Очень вонючие. Вот эти грибы. Гниль. Капец. Я уже вижу нашу лавочку. Там река справа. Не знаю, утки есть. Нет, в прошлом году очень много было. Там такая партия, такой выводок. Ну все. Вообще высохло все. Ключ не перестает, выходит из-под земли. Немножко ржавчиной, конечно. Но вот прямо из-под земли выходит. Круглый год. Зимой на рыбалку сюда приезжал. И тоже здесь вдоль берега все открыто. Вон там небольшая харюза там плещется. Ну так. А вон там еще один хороший. Вон такие волны пошли. Несколько штук тут есть. Прям весь берег в этих ключах вот так выходит. Основной он оттуда течение бьет. Понятно. Ладно, пьем кофе. Погода вообще шикарная. Дождей нету. Солнце. Непонятно, что творится с погодой. 16 сегодня, наверное, уже сентября. Если не ошибаюсь. 16 или 17 вот. Наверное, 16. Ну, так плещется мелочь, рыба. Ельчики мелкие, харюса. Убитый термос мой. Смотрите, крышка уже отсюда отвалилась. Деталь, которая кнопка.
Вот это. Но пользуюсь. Пользуюсь я, ребят. Потому что не надо сразу вот, если что случилось, выкидывать. Термос рабочий. Тепло держит и неплохо держит. Вот так пакет поставил и 0 проблем. Ну вот, сегодня без молока. Я вообще-то не кофеман, честно говорю. Ну, если пью, то с молоком стараюсь. А сегодня молока нету и так. Обычно кофе. На природе. На природе в коме, ребят. Это и есть настоящее. На природе, наедине с природой, вот это все. Смотрите, какая красота. Но сейчас вот как бы приостановилось все. Не желтеет особо. Даже здесь меньше желтеет. В гуще тайги. Видно. Резко все приостановилось. Процесс осени такого. Чтобы вот листва по реке шла. Пока вообще ничего не идет. Я только журчание ручья слышу. Пение птиц, жужжание комаров. И все, тишина. Никакой суеты. Нигде. Никто не кричит. Людей вообще сегодня нету. Все уже перешли на клюкву, наверное. Потому что брусника подешевела. Вроде слухи были, что он вообще за 65 рублей уже принимают. Это очень дешево. В прошлом году клюкву принимали минимум 150 рублей, наверное. Так что выгоднее, то и собирают. Стараются как-то заработать. Мне бы собрать эти 5 литров. Или 6 там сколько. Ну, вот 6 или 7 литров это то есть. Но когда чистим, где-то вот 5 литров получается. Уже чистый. Без мусора, без ничего. Мне бы это собрать. Для себя, для семьи. Больше ничего не надо. Сегодня еще побродим, посмотрим. Завтра еще приеду. Пока дождей нету. Велосипед на этом берегу сегодня оставлю. Вот так вот. А сейчас я, ребят, пью кофе. Вкусно, между прочим. Давно не пил. Черники наелся тут вообще. Черники дофига. Класс. Каждый год вам здесь снимаю. Хочется, вот просто хочется здесь нормальный столик сделать, построить. Хотел в это лето построить, так и не приехал. Может, по первому снегу приеду на мотособаке. Как переправа будет, еще не будет глубокий снег, вот тогда еще можно. Помечтаем, посмотрим, видно будет. Если сделаю, покажу, если нет, так снова помечтаем. Валежников до хрена можно организовать здесь. Хочется просто сделать мне еще тут столик. Сам каждый год здесь сижу. Вот этот лавку сделал, уже который год сижу тут. Со столиком удобнее, красивее. Поживем, увидим. Черники сколько, ё-моё. Попал на черничное поле такое. Фух. Брусники нету, но черники навалом. Везде они. Так, наверное, правее пойду. Что-то здесь совсем только черника. Приехал на вырубку.
Здесь еще побродим круговую. Тоже до хрена следов у людей. Рюкзак здесь оставлю, пакет возьму и все. Тяжелый рюкзак. Не буду с собой таскать. Велосипед у меня вон там где-то в углу. Вот так я прошел опушкой леса зигзагами. На вырубку выхожу, сюда захожу. Так и шел, и короче нашел такой небольшой участок, где более-менее брусника еще есть. И здесь завалы, наверное, люди стороной прошли, вот эти бревна, ну, как сказать, сюда эти завалы не стали заходить. Ну вот, после чаепития у нас первый комбайн, наконец-то. Ну это, считай, 5-й по счету сегодня. Я уже совсем расстроился, пока шел сюда. Думаю, нифига я сейчас не найду. Но нет, повезло. Повезло это. Вон сейчас эти грозди вот такие вот хорошие. Под листвой, в траве. Но они такие крупные здесь. И, между прочим, на этой вырубке, оказывается, брусника неплохая. Такая сладенькая. Может, из-за того, что он созрел уже. Ну, какие разные участки. Самое то, сейчас пора такая вот. Еще бы небольшие заморозки. Брусника после заморозков начинает. Он не портится, а именно созревает. Он становится сладким. Снег выпадет, брусника еще зелененькая такая будет. Висеть, ничего с ним не случится. Вот. Но от жары, от всего этой погоды, конечно, начал уже подгнивать. Сохнет. Ягода сохнет, не хватает влаги. Вот, просто высыхает. Жалко даже. Не, реально вкусная. Самое то. Для себя это собираю. Заморозим, чтобы не портилось. Можно холодной водой в ведре там держать, просто ключевой водой. Тоже не портится он так в воде. Ни сахар, ничего не надо добавлять. Просто холодную воду. И в прохладное место. Подполье. В холодильник, если в банках. Тоже можно. Так хранится он хорошо долго. И вкус не теряет. Он становится как свежим. Ну, не становится, а, как сказать, остается как свежий. Угу. Нормалек. Да, наберу здесь. Все, наконец-то нашел я место. Долго хоть искал. Здесь в куче там пару комбайнов, если еще будет, мне вполне достаточно. Конечно, труднодоступное место. В этих в траве. Но все равно лучше, чем ничего. Когда ищешь, блядь, и не находишь, вообще гибель. Быстро собрать надо и сматываться отсюда. На улице уже становится очень жарко. Вот и все. Видите, как быстро я набрал. Сейчас еще, может, пройдусь, гляну, если участок будет еще. Найду, если бруснику вон там дальше. Еще можно сюда приехать. Ох, так. О, как смачно так. Очень большие кусты. На это, что листва попадает, это ничего страшного. Это ничего страшного. Можно убрать. Сколько их тут.
Дофигища. Я уже собрал. Вон, видите, как набрал быстро. Раньше собирал я для сдачи бруснику. Попадал в такие места. 20 минут и ведро. 20 минут и ведро. Целыми мешками собирали. Вот. Вот так вот. Ух, там еще тоже есть. Ну, оттуда уже пройду. Листва выпадает. Здесь такая вот от тумана сырая листва такая. Отсырела все. Да, все, набрал. Все хорошо. Ну, в общем, включусь, наверное, еще возле велосипеда. Или, может, чуть раньше. Так, сейчас я еще пособираю. Да, здесь есть она. Здесь брусника, оказывается, есть. Я нашел наконец-то. Вот, нашел то, что я искал. Именно такую бруснику, какой мне надо. И на вкус он хороший. Угу. Да. Чуть-чуть с кислинкой, но другого варианта нету. Вот этот не очень. Вот так вот. Так. О. Ну, еще один соберу и хватит на сегодня. Не хотел включаться, ребят. Но вот это, чтобы не показать, это тоже неправильно будет. С черникой он тут. Смотрите, какой. Я не знаю, как букет. Вот, как будто действительно букет такой. Сперва там я собрал. Там еще осталось. Потом пакет вон там лежит. Ну и тут попал в такое место. Блин. Одно удовольствие. А черника тут кислая, между прочим. О, вот она. Счастье. Счастье. Это осень, дары природы, что нам дарит. О, как хорошо. О, почти уже набрал полный комбайн. Буквально там 2 минуты и я набрал. Листва выпадает. Ух. О. Да. О. Все, ребята. Третий комбайн. Легко. Легко я набрал. Очень много гнили. Он прям придется чистить капитально. Думаю, наверное, хватит. Да, больше не буду собирать. Я еще пройдусь. Посмотрю на завтра. Сегодня хватит. Сегодня хватит. Потому что, может, это не влезет у меня в туис. Так что меру надо знать. Все, больше не собирал там. Пару гроздей. Гроздей только взял и все. Получается, здесь 3 комбайна. А может, еще придется один набрать. Если придется, вот тут еще пройдусь. Ага. Полный. Все. Перебор полный уже, ребят. У меня крышка не закроется. 7 комбайнов и заполнилось, а чернику я 8 комбайнов набирал. Вот так вот.
Не закрыть мне эту крышку сейчас. Не закроется. Надо наискосок. Блин. Так, не получается. Не хватает места. Ага, закрылась. Все нормально. Все четко. Все четко получилось. Тут еще осталось, к сожалению. Я съем. Это я съем. Это я буду есть. Камеру установил на велосипед, на двигатель. Вот это да. Там прошелся по вырубкам, вообще ничего нету. Хорошо, что я вот там такой уголок нашел, набрал. В следующий раз, наверное, другой стороной зайду сюда. Мало что тут есть, но вырубка. Еще кофе попьем и поедем. Я уже больше останавливаться. Ну, может там охладить двигатель, остановлюсь и все. На сегодня хватит. Я норму собрал, много не надо. Поеду, буду чистить и заморозим вот эту бруснику. Посмотрю количество, сколько получится, и возможно завтра или послезавтра еще приеду. Раз начал, уже этим я позанимаюсь, как бы сбором. Потому что сейчас погода изменится, рано или поздно все равно резко все изменится, дожди начнутся. И от засухи очень, ну, в общем, брусника тоже портится, высыхает. Хлеб я брал сегодня. Кусок хлеба еще взял. Небольшой. Сыктывкарский. Подовый хлеб. И брусника очень вкусная, между прочим, с хлебом. Всегда вот бывает на скорую руку мы коми народ это бруснику с молоком в тарелку разбавляем, вот как сухие кормы вот для детей продают. Ну, сухая вкусняшка такая, хлопья. Также и бруснику, чернику и с молоком вот. И потом ложкой мы также кушаем с хлебом. Наедаемся очень сильно. Сытно тоже. Все, это допью, доем и поедем. Не знаю, камера как вам снимает или нет. Неудобно, конечно, но что поделаешь. В походных условиях выходим из положения. Штатив с собой не таскаю. С собой есть приспособа, которая на палку ставится. Треногу таскать, думаю, не стоит.
очень много, блин, высохших. Придется чистить долго. Это, наверное, багажник тоже оставлю. С собой не буду домой таскать. Пусть на велосипеде останется. А велосипед на этом берегу оставлю. Аппетит-то просыпается. Вот и все, последнее. Допиваю. Кофе на природе с черным хлебом. Кругом медведи. Я тут чай пью. Один раз сюда я приезжал. Патронный охотник 370. Пристреливал на этой вырубке. Вот. Ладно, ребят. Поедем сейчас. Вот смотрите, где я оставил велосипед. От реки буквально там несколько метров. Прям на тропинке. Никуда не спрятал ничего. Все, я доехал. Все здорово. Сейчас перейду уже дальше на лодке. Гуси кричат там. Гусей держат. Крикуны, гуси, крикуны. Гусаки, крикуны. На улице полный штиль. Невозможно, жара. Ехать нормально, а вот уже пешком вообще жарко в такой одежде. Ладно, буду заканчивать, ребят. Вот тут уже две лодки после нас перешли. Вот одна, вот вторая. Ну и сейчас мы обратно перейду и все, на этом поход закончился. Ждите новые походы, новые фильмы. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Чу-чу-чу-чу.